попросить вас во время спектакля отключить мобильный телефон. Машина все еще стоит там, Ферри? Ферри, машина все еще там? Ты что рассказала? Я засмотрелась на светлячков. Я спрашиваю, уехали они или нет? Хорошо бы стать кошкой и видеть в темноте. Я думаю, что не дождусь ее. Сейчас возьму книгу и пойду в свою комнату. У вас сегодня сильно болит щека, Джек? Нет, не может. Тогда побудьте еще немного, мы будем рады, если вы останетесь с нами. Потерпите еще на $5. Хорошо, мой дорогой друг. Моего терпения хватит еще на 5 минут. Ой, интересно, что она из себя представляет. Говорят, что Селиджи самые богатые люди Америки. Значит, у нее есть дорогущая кинокамера, на которой она абсолютно не умеет снимать. Либо она начнет восторгаться каким-нибудь актером, которого абсолютно никто не знает. Ну, почему вы так говорите, Ганнибал? Вот разве меня испортили деньги? А вы разве очень богаты, Ферри? Сказочно богато. Встречаются порядочные люди и с деньгами. Ганнибал, сыграйте нам что-нибудь. Это развлечет Джеффа. О, я как раз настроил скрипку. А что вам сыграть? Сыграйте, что хотите. Вам нравятся цыганские танцы? Нет, не играйте цыганскую музыку, она меня пугает. Пугает? Да, она внушает мне ужас. Дело в том, что когда я была маленькой, меня украли цыгане. Ферри, Это правда, меня украли цыгане. играйте, Ганнибал. А хорошо, если бы миссис Эллиш любила музыку. Может быть, она даже играет на каком-нибудь инструменте. Например, на арфе. О, как чудесно звучит арфа. Я ведь выросла под звуки арфы. Мой отец волшебно играл на арфе как ангел. Джефф, что вы делаете? Простите, я всего лишь хотел достать книгу сверху. Ферри, помогите Джеффу достать книгу, а потом мы послушаем музыку. Одну минуту, сейчас я возьму стул. Да не надо, Ферри, я достану сам. Нет, Джем, взбираться на стуле это женское дело. Для мужчин существуют горы. А какую книгу вы хотели? Продолжительность жизни обезьян. В этой библиотеке собраны никому не нужные книги. А вот такой книги, как «Частная жизнь». Светлячки. Как это красиво, не правда ли? Что заставляет их светиться? Это у них пора любви? Честно говоря, я не знаю. А я думала, вы знаете. Для кого этот дом, доктор?
Мистер, этот дом называется «Тихая обитель», и теперь он будет и вашим домом. А меня зовут доктор Эйден. А правда было бы здорово, если бы люди в период любви светились. Вы не находите? Либо ты светишься, когда любишь? Я знаю, как быстро ты воспламеняешься. Сид, Да. мама опять говорит гадости. Доктор, я сегодня же пришлю ее вещи. Сейчас мы захватили только самое необходимое. Да, хорошо. В воскресенье у нас приемный день. Если вы захотите приехать, то сможете привезти все, что пожелаете. Да, конечно, благодарю. Всего доброго. До свидания, мама. Родители изобретательны. Я мечтала о такой шляпке, когда мне было 15 лет. Но тогда я не могла позволить ее себе купить. И поэтому она мне сейчас. Вряд ли она мне на что-нибудь сгодится. Может быть, вам она понадобится? Я думаю, вам ее лучше оставить у себя. Вероятно, она вам пригодится быстрее, чем вы думаете. Хотите подняться наверх? Ну что, уже пора забирать меня на ключ? Миссис Сейвидж, никто не будет забирать вас на ключ. Вы привезли с собой только один чемодан? Его привезла моя дочь. Меня они не спрашивали. Хорошо, давайте поступим так. Я принесу ваш чемодан, а вы будьте любезны, подождите меня здесь. Совсем одна? Ну, разумеется. Без наручников? Миссис Сейвидж, мы применяем к гостям систему доверия. Нам не хотелось идти в сад. То есть вам не хотелось идти в сад. Столько времени вы, Флоренс, возились со своими гиацинтами, а сейчас вы хотите, чтобы они погибли? О, нет. Нет, нет, я не хочу, чтобы кто-то погибал. Это правда. Флоренс и мухи не обидит. Она их ловит и отпускает в форточку. Мухи ее обожают. Я думаю, что вам всем будет лучше пойти в сад. Ганнибал, проводите миссис Сейвидж. Миссис Сейвидж, пожалуйста, пройдите в сад. Мисс Вилли, я хотела поговорить с вами наедине. Понимаете? У меня большие возможности, и я могу многое для вас сделать. Вы хотите подкупить меня, миссис Сейвидж? Как вы догадались? Дело в том, что абсолютно все пытаются это сделать вначале. Подождите, мое предложение будет несколько иным. Мисс Вилли, я дам вам $20 000, если сегодня ночью вы оставите входную дверь открытой. 30 000. Мы настолько не понравились вам, миссис Сейвидж. Это не ответ на конкретное предложение, мисс Вилли. 50 000. Нет, Но вы смогли бы уйти отсюда. я не хочу никуда уходить отсюда. Хорошо, но вы смогли бы попутешествовать, посмотреть острова Тихого океана, Каир, Гонолулу. Я уже путешествовала. Я видела и Каир, и Гонолулу, острова Тихого океана. Я была сестрой милосердия во время войны. Однако 50 000 не были бы лишними. Возможно, но где бы вы взяли их, миссис Сейвидж? Это ведь огромные деньги. Да я могу достать их прямо сейчас же. Я верю вам, миссис Сейвидж, но я все равно не могу принять ваше предложение. Тогда мне ничего не остается, как просто-напросто поджечь этот дом. Миссис Сейвидж, вы ведь не сделаете этого. Почему? Я сделала бы это даже не задумываясь. Подумайте, здесь очень много людей. Они не все смогут спастись. Мисс Вилли, если вы считаете, что это место для меня подходит, почему вы взываете к моему рассудку? Миссис Сейвидж, я взываю к вашему сердцу. Ну хорошо. Но я все равно попытаюсь уйти отсюда. Хотя, подкупив вас, это обошлось бы мне как... Где кончается рассудок, а где начинается безумие. Но так или иначе я просто вынужден принять заявление от родителей. Ну да. Хотя отчет Конгресса о поведении сенатора Сейвиджа дает богатейший материал для любого психоаналитика. Да. А еще 6 скандальных разводов указывают на повышенную эмоциональность ее дочери. Ее Бенни. Вы хотели говорить со мной, доктор? Да, миссис Сейвидж, садитесь. Мисс Вилли, помогите, пожалуйста, телефонисткам, нас сегодня осаждают журналисты. Мне кажется, я знаю, о чем вы хотите со мной поговорить. Знаете? Я вижу у вас в руках вечерние газеты. Да. Только что я говорил с сенатором, сегодня вечером все ваши дети будут здесь. Так просто мне это не пройдет. Ну скажите, как вы умудрились потратить $100 миллионов так, чтобы никто этого даже не заметил? А почему вы думаете, что я их не истратила? Ну, ведь в газете так написано. В газете все врут. Ничего я не истратила. Я обратила бумаги. Просто не знаю, что и сказать. Даже не знаю, что и сказать тебе, мама.
Воспитанные люди говорят «добрый вечер». Я не ожидала, что ты способна на обман. Я не возмущен, мне просто грустно. Мама, осознаешь ли ты весь ужас своего поступка? Мы уже не хозяева на 15 предприятиях Savage. Мы уже не хозяева, нет и приисков, Сэвидж! Да, я продавай. Как? Не нужно волноваться. Не нужно волноваться, от этого появляются морщины. Что? Что ты еще продала? Все, что было записано на мое имя. Мы разорены. А деньги? Ну не могла же ты их все истратить сразу? Скажи, что ты с ними сделала, дорогая? Я обратила их в пачку ценных бумаг и закопала. Закопала? Подожди, ты, наверное, хочешь сказать спрятала, да? Нет, я хочу сказать, именно закопала. Боже, землю? И умираю. Хорошо, хорошо. Где ты их закопала? О, это я уже не помню. Господи, даруй нашей матери минуту просветления! Скажи, что ты сделала с нашими деньгами? С моими деньгами. Свою часть вы уже истратили. Земля наша. Наша! Она принадлежит уже многим поколениям семьи Сэвиджей. 8 поколениям! Недопустимо, чтобы ты оказалась первым человеком в нашей семье, который не осознает, Не сознают что? не осознает достоинства семьи Сэвиджей. Послушай внимательно, мама, что я тебе скажу. Состояние – это священная вещь, хотя кому-то я объясняю. Да нас всех воспитала просто женщина-зверь, принявшая человеческое обличье. Я так больше не могу, я так больше не могу, так больше не могу! Где? Где ты девала наши деньги? Я вам уже сказала, что я их закопала. Где? Если ты сию минуту не скажешь нам, мы отправим тебя в сумасшедший дом! Идиот! От всех этих криков у меня ужасно развалилась голова. И я уже ничего не помню. Господи, что значит я уже ничего не помню, мама? Ой, нет, в висках, Что такое? стучит. Надо быть осторожным. Марьюш, мама, ну садись. Не хочешь ли ты чего-нибудь? Мне помогали только порошки, которые выписывал доктор из Бостона. Где они? Я их сейчас принесу. Закончились. О, ну хорошо, мы закажем тебе новое. Вот рецепт того самого доктора. Конечно, Лилипа. Сэмюэл, займись этим. Как только я приеду в Бостон, я сразу лягу спать. Ну, а завтра утром ты нам скажешь, ну, где ты закопала деньги? Я пойду скажу водителю, что мы готовы ехать. Сэмюэл! Сэмюэл! Что ты с ним сегодня? Ладно, думаю, что нам пора ехать. Мы вернемся завтра утром. Пойдем, Лилипа, я скажу доктору Эмиту, чтобы дал матери успокоительное. Либо я хочу сказать тебе одну очень важную вещь. Ну что еще? Я хочу сказать тебе одной, куда я спрятала все бумаги. А почему именно мне? Ну, что ты увидишь? Что Тит и Сэмюэл оба глупцы. Если со мной что-нибудь случится этой ночью, бумаги пропадут. Милая мама! Так ведь это же Тит захотел привезти тебя сюда, не я. Где деньги? А куда бы ты спрятала 100 миллионов долларов, если бы побоялась положить их в банк? Не знаю. Спрятала бы под какой-нибудь камень, или, может быть, под матрас. Ну, а если вдруг дом загорится? Мама, ну говори же скорее. Ты была когда-нибудь в зоологическом музее? Мама, прошу тебя. Это очень интересно. На 3-м этаже этого музея находится отдел ихтиологии. Мама, о чем ты говоришь? О рыбах. Так вот, в последнем зале этого этажа хранится большой пыльный ихтиозавр. И я спрятала все бумаги в это набитое солому чучело, когда меня никто не видел, естественно. А, как ты это сделала? Очень просто. Я взяла свой бритвый пластырь. А как я могу узнать, правду ли ты говоришь? Лилибел, есть очень простой способ это узнать. Проверь.
Знаешь, я даже не пойду и не подумаю рыться в этом вонючем, ужасном ихтиозавре. Филиппа, ты что же, собираешься ждать машину целую ночь? Сэмюэл зовет. Здорово. Мама, доктор Эдит скоро придет, а мы возвращаемся в Бостон. Тит, Да. и ты даже не хочешь поцеловать? О, Господи, прошу тебя. А я хотела сказать тебе одному, куда я спрятала все бумаги. Мама, ну ты же понимаешь, что я привез тебя только по настоянию Лилипа. Ты прикажешь мне? Конечно. Тогда слушай внимательно. Ты хотел меня погубить. Ты знала, что этот старый камень обрушится, как только я начну доставать кирпичи. Я считала, что все члены нашей семьи люди нормальные. Я представляю, как ты довольна, что в очередной раз опозорила фамилию Селиджи. Поздравляю тебя, мама. Тит, Да. ты раскопал меня? Черт возьми! На меня набросилось 8 полицейских и буквально повалили меня на землю. Они думали, что я хочу подложить бомбу под президента, а? Почему ты не сказал журналистам, как это сделала я? Что? Что ты лунатик? Попробовала бы ты объясниться, когда на тебя навалилось 8 здоровенных мужиков. О, она была бы только счастлива оказаться в таком положении. Мама! Что только пишут газеты! Как известно, Мальсина, актриса Этель Сэвидж, была помещена в психиатрическую клинику в связи с нервным расстройством. Демократические лидеры тут же заговорили о том, что этот факт мог бы объяснить многочисленные случаи странного поведения ее сына-сенатора в Конгрессе. Но ты понимаешь, что это для меня значит? Это конец моей карьеры. Я политический труп! Обращаться со мной, как с настоящей преступницей. Они взяли у меня отпечатки пальцев. Лилибет, так что там внутри ихтиозавра? Знаешь ли ты, как нас называют репортеры? Сумасшедшая Сэвидж. И вы недовольны? Что ты сделала с бумагами? Где ваша семейная гордость? Где мои деньги? Хорошо, очень хорошо, а? Ну, вы же слышали, приняты все меры предоставлены. Доктор, эта сумасшедшая завладела 100 миллионами долларов в ценных бумагах! Доктор, как вы думаете, что она может с ними сделать? Ну, она может их съесть. О, небо. Они были совсем возле нас. Стало только протянуть к ним руку. Почему ты ее не остановил? Откуда я мог знать, что эта сумасшедшая погасит свет? А может быть, вовсе и не она взяла бумаги? Конечно, это была она. Никто другой не мог этого сделать. А может быть, это ты? Но мама Лили была далеко. Я прошу тебя. Она может прыгнуть как... Сядьте, пожалуйста. Теперь мы наконец-то все узнаем. Сударыня, верните нам наши бумаги. Сенатор, может, лучше я допрошу ее? Вам она ничего не скажет. О, еще как скажет. Посмотрим. Сударыня, слышали, что я вам сказал или нет? Терпеть не могу все на свете. А больше всего терпеть не могу раздвижные двери, плевательные тетради, лягушек, лох, эмбрионов, толстокожих животных и политических деятелей. Доктор, а что она хотела сказать этим всем? А ты разве не слышал? Сударыня, слышали, что я вас спросил или нет? Сенатор бесполезно кричать на нее. Она вас прекрасно слышит, но ничего не скажет. Она ни с кем не разговаривает уже 20 лет. Ну, это вы напрасно стараетесь нас обмануть, сударыня. Тит, не раздражай ее. Почему? У нее есть нож. Перестаньте, миссис Сэвидж. Сенатору нет у нее никакого ножа. Позвольте, я с ней поговорю. Мама. Миссис Пейт, ответьте мне, пожалуйста, знаками «да» или «нет» на мои вопросы, хорошо? Скажите, это вы взяли бумаги? Да или нет? Миссис Пейт, вы помните, как вы погасили свет?
Нет, вы это прекрасно помните. А еще вы помните, что миссис Сэвидж бросила пачку бумаг. Ну, постарайтесь вспомнить, подумайте.